Ну что ты там дичишься? Иди вперед садись. Да мне и здесь хорошо. Так, я что тебе сказал? Иди сюда. Что ты все с этим телефоном? Посмотри, какая природа. Дорога, лес. Да что на них смотреть-то? Это же не остров, не курорт, на который я с родителями ездил. Лучше посмотри на природу, родной. Ты медвежонок. Садись сюда. Если я медвежонок, значит ты... Ну, я старый медведь. Вот это пейзаж, а не вот это вот Да все. ладно, это, наверное, нарисованное. Мультик какой-то. Да, дед, какой мультик? Я тебе говорю, это настоящий. Ну что ты ухмыляешься? Едет же. Ну, едет, едет. А вот это тоже едет. Ты лучше за дорогой следи, а то не доедем. А у тебя нету тележки? Какой еще тележки? Ну, чтобы сумку возить. Сейчас никто такие тяжелые вещи не таскает на спине. Какие вы все ленивые. Никто не хочет заниматься физическим трудом. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Я хочу кушать. А что мы будем есть? Ничего. Зачем привез меня? Почему ты мне не сказал? Если б я тебе сказал, ты бы начал плакать. Я не плачу. Или испугался. Я не боюсь. Ой, смелый, ну тогда возьми и принеси мне воды из речки. Там пираньи не водятся? Какие еще пираньи? А у тебя есть фильтр, который воду чистит? Прокипятим воду, и никакой фильтр нам не нужен. А вдруг там какие-то микроорганизмы? Слушай, сынок, мясо, оно везде мясо. Я не буду пить, там грязно. У меня белые кроссовки. А что ты так вырядился? Я тебе сразу сказал, мы едем на природу. Говорит Москва. Московское время 8 часов. Ну да, это место называется Медвежья долина. Да, наверное, когда-то были. Я не знаю, сколько здесь еще буду, но мне здесь уже не нравится. Ну, потому что этот ветер уже. Ну, все, я отключаюсь. Пока.
Держи. А сколько стоит твоя палатка? Ну, 3000-3000 рублей. Что? Да я бы сам бы сделал эту палатку, если чего. Зачем заниматься крохоборством? Слушай, мальчик, я вот эту палатку поставил собственными руками. И что еще? Спать буду. И что потом? Да ничего больше. Неужели вы не играли? Построить свой дом, палатку. Скучно. Знаешь, сейчас такие палатки вышли, что просто нажал на кнопку и сама надулась. Ты знаешь, я не доверяю этим последним товарам, которые на следующий день ломаются. Вот этой палатке уже 30 лет. Она верой и правдой мне служит. Ты целый день сидишь в этом гаджете. У тебя руки отсохнут, мозг усохнет. Наоборот, мозг у меня развивается. Яйцеголовый такой будешь. Когда нас не будет, кто тебя носить будет? А так стоит палатка, защита. Хорошее дело гадом не назову. Какого гада? Ну как у вас? Гаджет. Ну телефон тогда говори. Так, брось все. Иди принеси плоскогубцы. Ты Пиу-пиу. зачем взял ружье? Я тебя зачем посылал? Пойдем. Погоди, я занят. Вставай, если хочешь кушать. Дедушка, почему ты не купил бензопилу? Какая еще бензопила? С ней одни заморочки только. Наоборот, быстро бы нарубил бы много веток. Ты знаешь, а я не тороплюсь. Я от этого получаю удовольствие просто. Дедушка, ты же старый. Что ты себя так мучаешь? Как тебе объяснить-то? Пока я занимаюсь физическим трудом, я не умру. Ну ты же рано или поздно все равно умрешь. А что, твой гаджет не показывает, что здесь капканы? Нет. Тихо, сиди тихо. 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 Молодец.
Идти сможешь? Не могу. Пошли. Так не получится разжечь. Все-то ты знаешь. Да. Возьми и разожги тогда костер. Да и зажигал. Нету. И что тогда делать? Ничего. Ну вот, тут написано, надо березу. Что, так и написано? Ну вот, почитай. Ну, давай. Ну вот, видишь, тут все написано, я не пропаду. А если у тебя батарейки закончатся? У меня есть пауэрбанк. Смотри, видишь, подключаешь, сразу же зарядка пошла. А еще такой банк у тебя есть? Нет. Вот закончится, что ты будешь делать? Все. А я здесь буду долго жить. Ну и я тоже могу здесь жить так долго с гаджетом. Иди лучше рыбу лови. Я устал, может, ты поймаешь? Иди, иди. А то умрешь от голода. Я-то продержусь. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Веселая Рыбалка. И сегодня мы будем говорить о сазане. Сазан – это рыба неприхотливая. Не проще попасться на крючок с раннего утра и до позднего вечера. К тому же она не боится грубых снастей. Что ж, давайте начнем говорить про мормышки. Мормышки – это важная составляющая каждого рыболова. Каждый рыболов иметь при себе хотя бы несколько мормышек. Аккуратно насаживаем на крючок. Да, легким движением мы забрасываем удочку прямо в самый центр озера. На озере, в котором я сижу, а именно озеро Круглое, имеет интересный вид. И названо так неспроста, потому что имеет форму круга. Да, вот я уже чувствую, как мне попался в руки тот самый трофейный сазан. Да, вот и прекрасно. Я выловил его сегодня. Но мы продолжаем еще раз насаживать. Еще на крючок. Вот так. Легким движением. Все. У нас снова рыба. Это же замечательно. Каждый может быть рыболовом. Учитесь легко на канале Веселая Рыбалка. Не балуйся с огнем. Брось палку. Что ты за человек такой? Ты весь день меня мучил, ты покалечил мне ногу. Что только родители меня с тобой оставили? Сумасшедший старик. Я больше никогда никуда с тобой не пойду. Твои родители уехали за границу и сказали, чтоб я за тобой смотрел. Бессовестный, сопливый мальчишка. Целый день сидишь в гаджете. Ничего не делаешь. Если я тебе так надоел, убирайся. Вот и пойду. Во-первых, я не только играю, но и развиваюсь. А во-вторых... Иди. А что это было? Какой-то хищник. Может быть, медведь. Ясно. Хочешь, покажу, как телефон развивает? Да мне сейчас некогда. Дедушка, тебе ничего не надо делать. Добрый вечер, друзья. Познакомьтесь с моим дедом. Его зовут Семен Андреевич. Я все равно там ничего не понимаю.
Друзья, пока-пока. Берегите себя. Мы каждый день берем какую-то тему и обсуждаем ее. Обмениваемся информацией. В одном месте? Зачем? Так переписываемся. Ну, в одном каком-то месте конкретно. Да зачем? Один в одном городе, другой в другом. Один в одной стране, другой в другой. А вы так раньше могли? У нас за это арестовать могли. Тогда же был Советский Союз, Интернационал. Дружили народом всем. А я сейчас могу со всеми народами общаться. А если не знаю языка, нажимаю, мне переводят. Да ну. Ну вот, посмотри. Ой, а давай попробуем. Ну, ну-ка попробуй. Как? Классно. На, миска. Бери руками. А можно с телефоном попробовать, да? Давай. А вот тут как поворачивать? Вот. Ха-ха, интересно. Вот так? Да. Я правильно делаю? Мгм. Интересно. Я хочу тебе рассказать одну историю, которая случилась со мной в этих местах. Несколько лет назад я приехал сюда порыбачить. Только расположился и вдруг услышал страшный ор. Я повернулся и в 20 шагах увидел медведя. Он стоял и смотрел на меня. Мне стало не по себе. Дрожь пробежала по спине. Как ты думаешь, что я сделал? Ты в него выстрелил? Ружье было в палатке. Но неожиданно для себя я повернулся и стал смотреть в его глаза. Глаза в глаза. Потом вдруг он повернулся и убежал в лес. Но этот взгляд я запомнил. И сегодня я почувствовал этот взгляд на себе. Вот такая история. Ну, а теперь спать. Ложись. О! Московское время 10 часов. Доброе утро. Доброе утро! Как спалось? Отлично. Угу. Стой тут, я сейчас подойду. Мгм. Ты пока рыбачь, а я пойду вещи соберу. Хорошо? Дедушка клюет, что делать? Держи, держи, маленький, держи. Давай, держи, молодчина. Давай, умница. Держи вот так, хорошо. Молодец, 2 руками держи. Умница.
Подтягивай, подтягивай. Хорошо, хорошо. Подтягивай, подтягивай. Хорошо. Тяни, тяни. Ес! Молодец, мужичок. Ура! Это твой первый улов. Умница. Ах, молодчина. Класс. Может, вызовем помощь? Нет, сейчас заведется. Что у тебя, блин? Чушкин кот. Да все равно не починишь. Я вызову помощь. Ты знаешь, сколько ей лет? Оно вот так у меня всегда. Сначала не работает, потом бах и заработало. Ты бы отца попросил, он бы тебе денег дал. Ты бы новую машину купил. Мне не надо денег. Мне, наоборот, нравится, что он ломается. Что, этому радуешься? Я нарочно это делаю, чтобы настраиваться потом, думать, как выехать, выбраться. А зачем эти мучения? Вот мозги работают, руки работают, сердце колотится, и в таком тонусе сразу находишься. Да мне еще рано об этом думать. Думать никогда не рано. Да я лучше на фитнес пойду, качалкой заниматься. Позор. Может, без качалки обойдешься. Здравствуйте. Здравствуйте. Далековато вы заехали. Да. А как вы проехали на такой машине? А мы по другой дороге ехали. Не заводится. Угу. Похоже, аккумулятор. Да, может быть. Где крепить? Ну, вот здесь. Ага. А я и не знал, что здесь другая дорога еще, оказывается, есть. Да, вот, смотри. А я и не знал про эту дорогу. Вот видел, дед, да? А ты говоришь, что цифра это не нужна. Тебе вот сколько лет? 60 лет. Едешь по этой грязи, машину ломаешь. Слушай, 2 раза прокол был точно. Ну, вот видишь, дед? А люди-то первый раз едут, и то они нашли. По телефону посмотрели, гаджет, как ты говоришь. Посмотрели и приехали. Слушай, точно. А я вот сколько езжу по этой дороге, и все время то проколы, то в грязи копаюсь, то еще что-нибудь. Все готово. Можете садиться, мы поедем медленно. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Знаешь, меня бы попросил, я бы тебе нашел. Давай, садись. У тебя есть в телефоне радио? Да, есть. Можешь поставить музыку?